Вроде бы звук есть. Так, у нас второй матч за сегодня. Сейчас я проверю еще раз звук. Так, мы готовы начинать и ждем команду судьи. Так, настраивались игроки из Уссурийска, команда «Локомотив». Первый матч у нас закончился со счетом 2-4. Хозяева проиграли, а гости, соответственно, победили. Причем хозяева вели 2-0. Но вот собрались гости и сделали счет 4-2. 4 гола подряд забили. Так, начали. Таймер запустили. Итак, ребята тут уже постарше, 2008-2009 года рождения. Ребятам уже 16 лет. Ну-ка, пас назад. Козырев Илья выбивает мяч. Локомотив атакует в центре. Черный один игрок. Ну-ка, бьет в дальний угол хорошо и забивает гол. Буквально на первой же минуте. Счет становится у нас 1-0. Игрок Локомотива, да, совсем один в центре штрафной площади. Да, принял мяч и ударил в дальний угол. Да, по-моему, это был 22 номер, если вот не ошибаюсь. Кузнецов Александр. Да, центральный нападающий. Сделал то, что и должен делать центральный нападающий. Да, все верно. Кузнецов Александр забил. Так, еще раз проверка звука у меня. Прошу извинить. У нас идет атака левым флангом. Да, вроде звук в порядке. Может быть временами, но вот я попробовал послушать, вроде все нормально. Аут у нас. Да, буквально на 30-й секунде у нас был забит гол. Те, кто вот пропустил, обязательно посмотрите, перемотайте. Также вот в телеграм-канале ЮФЛДВ и в группе ВКонтакте. ВКонтакте я, конечно, сегодня не проверял, но вот в телеграме все было отлично. Так, возле меня прям тут активные болельщики сидят. Ничего поделать. Так, состава команд. Сейчас будет немножко поспокойнее. Скажу, 7-й номер идет в атаку. Нет, защита хорошо отыграла. Пас вперед и аут. Так, начнем с хозяев. На воротах у нас номер 16 Илья Козырев. Далее по списку 11 номер Александров Александр. Так, удар от ворот. Номер 13 Бабюк Денис. Номер 17 Гузаиров Оскар. Номер 12 Владислав Егоров. Номер 3 Кабанов Михаил. 7 Киселев Алексей. 5 Климов Иван. 18 номер у нас в нападении вот Мирошченко Даниил. 22 номер Хаткевич Владислав и номер 23 Серцов Павел. Да, кстати, вот встречаются два призера вот прошлого года. Эти возраста заняли вот второе и третье место после команды СКА Хабаровск. СКА Хабаровск занял первое место, а вот якутяне третье. И вот, соответственно, серебряные призеры — это вот команда «Локомотив» из города Уссурийск. Так, всех я якутян назвал, основной состав. И теперь гости у нас. Гости в зеленых футболках. Номер 1 Михаил Фонда. Номер 4 Гроздов Игорь. Номер 11 Алексей Ким. 22 номер Кузнецов Александр. Номер 12 Лаптев Андрей. Номер 77
Лесков Игорь, номер 6. Савватеев Егор, номер 7. Самадалашвили Тенгиз, номер 21. Олег Т., номер 10. Цой Вячеслав и номер 25. Щербаков Егор. Главный тренер команды Вязов Максим Сергеевич. Команда гостей. И главный тренер СШФ Якутия Ивочкин Василий Викторович. Ну-ка, 23 номер бьет издали, но нет удара. Получился совсем не сильный. И вратарь фонда Михаил собирает мяч в руки. Так, судит нашу встречу Константинов Богдан из города Владивосток. Ну-ка, вот он, автор гола. Пас назад. Передача не получилась. Центр. Снова. И вот пошла передача вперед. И побежал Данил Мрощенко. О, нет, защита справляется. Да, вдвоем. Смогли сдержать. Да, молодцы. Тут слышно болельщиков. Это вот болеет, по-моему, младший возраст, который сегодня вот неудачно сыграл. Ну-ка. Зеленый аут. Ну-ка, снова заброс. Да, в надежде на быстрые ноги Данила. Данил в прошлом году, да, довольно много забивал. Если найду, да, скажу статистику лучших бомбардиров прошлого года. Фонда выбивает мяч подальше. И ну-ка, успеет ли 7 номер? Нет. Козырев Илья вышел из ворот и выбил мяч. 22 номер. Киркевич Владислав. Да, снова выбили мяч. Сайда вроде бы нету. И в аут, да, приходится выбивать защитникам. Будет введен мяч с аута. Ну-ка, свисток судьи. И штрафной удар у нас будет подан. Пошла подача. И вратарь фонда вступает в игру, выбивает мяч кулаками. Не было фола, да, показывает судья. Отличный пас. Направо увидел 7 номер. Но нет, не смог он принять мяч. Но тут вторая волна атаки. Снова 7 номер. Может быть, вратарь спасает. Козырев Илья, да, вступает в игру. И рукой, да. Снова Козырев. И вот он сейф. Да, ничего не скажешь, отлично.
Молодцы, болельщики активные. Прям возле меня сидят здесь. Настоящий фанат футбола, да. Младшего возраста у нас лет 7-8. Так что да, футбол в Якутске любят. Опасно здесь водился, да. 12 номер в защите. 22 номер. Вот, автор гола мог попрессинговать. Кузнецов Александр, да, очень активен. Да, несмотря на то, что вот у него тейп, по-моему, да, или наколенник у него на ногах. А, тейп все-таки, мне кажется. Вполне себе. Отлично играет. Пас вперед, не точно. Ну-ка, падает. И судья, да, свистнул. Там даже, по-моему, щиток выпал у Даниила Мещенко. И опасный штрафной, да, у нас будет. Мяча номер 23. Севцов Павел. Ну-ка, Павел. В первом матче, да, вот младшего возраста у нас уже был гол забит со штрафного удара. Посмотрим, что же получится. Ну, там прям убойная позиция, прямо возле линии штрафной было. Скорее всего, здесь подача будет. Нет, удар! Оу, рядом со штангой, нет. Вот так вроде бы все контролировал. Да, Михаил Фонда. Готов он вести, да. Все далеко убежали, и вот он, да, могучим ударом. Умеренно до середины поля, да, выбил. 77 номер бежит вперед по флангу. Идет обыгрывать, да. Уже, да, входит в штрафную. Пас. Но пас, да, никуда, ни в кого. Пас снова направо. Отсюда. Попробовать обыграть. Направо пошел. Отсюда удар. Нет, вратарь на месте. Илья Козырев. Да, последнюю вот минуту был активен Лесков Игорь. 77 номер. Вот на правом фланге атаки. Данил Мирщенко. Мяч ушел все-таки в аут, да. С своей стороны Айсен Савин стоит. Да, в атаке у якутян вот 7 номер это Киселев Алексей, вот ближе к нам. И подальше это вот Мирщенко Даниил, 18 номер. Ух ты, 77 номер снова, как я уже говорил, активный Лесков Игорь. Идет вперед, обыграл, да, и может забить. Нет, успевает 17 номер в защите. Заиров Оскар, да. Лучше всяких похвал, да, сыграл. Тут Данил Мирщенко. Данил все-таки выбили мяч у него. И ушел мяч. Нет, пока не ушел. Все-таки аут. Да, как-то Лескову Игорю, да, чуть-чуть не повезло. Побыстрее нужно было наносить удар. Чуть-чуть промешкался. И все. Вот он, Игорь. Сейчас идет обыгрывать. Пошла подача. Ух ты! И ну-ка забить! Дубль, да, в составе команды «Локомотив». На счету Кузнецова Александра. 2-0. Да, вот 2-0 в 13 минуте.
оказался в нужное время, в нужном месте Кузнецов Александр. По флангу атака не получается. И да, выбивает мяч в аут. Защита Локомотива. Уже издали попробовать ударить. Нет, передача налево. Тут 7-й номер. Алексей Киселев. Пошла подача в центр, но нет. Переправляет налево защита. О, попадает в судью. Дает судью и спорный удар. Здесь будет, да. Нужно будет мяч. Да, отсюда можно начинать играть. Да, через защиту. 4 игрока в защите. Шла высокая передача. И как Алексей Киселев. Пас назад. Подошел Оскар Гузеев. Ой-ой-ой. Чуть-чуть замешкался. Оскар вперед. И в аут. Да, аут. Покинул мяч поля. Ну-ка я тут проверю еще раз звук. Да, звук, по-моему, все отлично. Да, можете тут написать. Написать в Телеграме. Ух ты, 7-й номер! Красивый удар через себя. Вы так спасает. Михаил Фонда, да. Молодец, хорошо сыграл. Наносил удар Киселев Алексей. Да, попал бы все хайлайты. Уверен. Ой-ой-ой, да, тут неточный пас на нападающего. Успевает защита. Отлично в касании сыграли здесь. Идут по флангу. Пас назад. Сюда пришла передача. Но нет, защита на месте. Судья свистнул. Там пострадал Владислав Эткевич, 22 номер. По 7 замен у обоих команд. Да, чуть позже скажу об этом. И у нас розыгрыш штрафного удара. Начинает атаку команда Якутии. И желтая карточка, да. Олег Те получил желтую карточку. Да, нам говорит диктор на стадионе. Поэтому Владислав Эткевич бежит. И аут. Да. Аут в пользу якутян. Ну-ка, головой. Удар, но вратарь забирает мяч в руки. Алексей Киселев, да. Снова вот откликнулся на передачу со фланга. А Михаил Фонда на месте. Ой, падает Киселев. Но нет. Свистка нету. Ух ты, сильный вынос. Вот тут Илья Козырев на месте. Второй перехват Бодя, номер 11. Сам идет вперед, можно отсюда наносить удар. Вот идет дальше. Да, 11 номер, это вот Алексей Ким. Подача от Алексея. И падает Туткевич. И штрафной удар. Свистит судья.
Пошла подача. И нет, вот свой номер активный. Кузнецов Александр на подборе оказался. 2 гола у него уже на счету. Выносит мяч Илья Козырев. Ну-ка, никто не поддерживает, да, в атаку Данила Милощенко. Да. Ну-ка, и подача, и забить. Нет, не смог он дотянуться до мяча. Медиа. Эти. Пустую, этот мяч. Ну-ка, 11 номер. Удар нет, не получился, и будет угловой. Да, не спешат идти подавать угловой. Игроки Уссурийска. Ким Алексей, да, идет подавать. Алексей Киму мяча. Пошла подача, и нет, Козырев Илья забирает мяч в руки. Пытается быстро вводить. Это вот Дигай. Пошла подача. Алексей. Нет, отбивается. Локомотив. Хорошо, подача налево. Прострел не удается, да. Зеленым аут. Локомотив будет вводить мяч. Фол, конечно же, фол. 25 номер, да. Судья ему говорит, что это уже второй раз. Щербаков Егор, да. Оттолкнул, получается, Данила Милощенко. И готовится Кабанов Михаил, да, вводить мяч в игру. Михаил, подача. Головой скидка. И нет, успевает. Ой-ой-ой, на добивание не успевает. Кто это? Роткевич. А нет, 23 номер. Сырцов Павел. Да, на подбор отлично подошел. Симбров Александр, по-моему, наносил удар, да, мимо ворот.
И-ка Данил Мещенко. Аут зеленым. Еще один аут. Точно подача в сторону штрафной площади. И будет аут. Ну-ка, 11 номер бьет. Прямо в руки. Илье Козыреву. Алексей Ким, да, наносил удар головой. Пошла контратака. Якутян может переводить. Да, увидеть? Нет, нет, не увидел. Здесь вот 7 номер входил в штрафную площадь. Алексей Киселев. Отлично догнал мяч. И пас назад. Маткевич здесь. Пас назад. Пошла подача. Ну-ка. Михаил Фонда вступает в игру. А пока что Фонда безупречен. Да, на 0. Стойно отстаивает. Да, близко мы к трибунам. Ну-ка, вступает в игру. Нет, Илья Козырев не успевает. Снова подача. И снова Козырев вступает в игру. 7 номер бил. Там уже лежал Козырев, но не попал по воротам. Тенгиз Самадалашвили. Седьмой, 8 год здесь допущен к играм. Но вот, как я посмотрю, очень много 2008 года именно. Почему-то 7 года не так много. Седьмой год, ребятам уже 17 лет, да. Да, отлично здесь Оскар Гузелев вызывался. И идет вперед. 11 номер. Отличный заброс. 18 номер. И гол! Да. 2-1 становится счет. Забивает 18 номер. Мещенко Данил. Да, можете посмотреть, у вас на экранах как раз видно. Также активно болеют якутские болельщики. Да, Данил Мещенко. Молодец. Да, использовал свой шанс. На 28-й минуте, да. Делают отрыв минимальным. Да, начали хозяева, мягко скажем, не здорово. Пас назад. Илья Козырев выбивает мяч. Пробежал 7 номер. Алексей Киселев.
Так, мы сейчас попробуем чуть камеру повыше поставить. Уж Антон коротко. Коротко. Данил Мещенко идет 1-1. Обыграет под правую ногу, под левую. Нет, пробивает мяч на угловой. Защита. Это вы. Стали мы чуть повыше. Я говорю, говорите, да. Пошла подача. Тоже сыграет. Нет, защита. Играла. Да, болельщиков очень много, кстати. Прям похвально. Семьдесят седьмой номер. Это вперед, можно подавать. Шла подача. И успевает защита. На правом фланге. И скидка назад. Снова идет на правый фланг. Шла подача, но нет. На пути мяча. Номер 7 Алексей Киселев. Ну-ка, входит штрафной 7 номер. И вратарь нет. Забирает мяч в руки. Для Козырев. Нейтрализует угрозу. Тенгиз Самодалашвили. Наносил удар. Вот Вячеслав бежит вперед. Успевает защита. 25 номер, да. Хорошо. Щербаков Егор. Отлично сыграл в защите. И аут у нас. Вот мяча. Отбились. И офсайд здесь будет. Да, поднят свисток. Да, задержался в атаке Киселев Алексей. Не точно. И пошли вперед. Здесь точно офсайда нету. Алексей Киселев по левому флангу. И пошла подача. Маткевич Владислав, да, принимает мяч. Под левую убрал. Левый бьет и выступает в игру. Михаил Фонда и спасает свою команду от верного гола, да. Фонда. Достоин ваших аплодисментов. Да, Владиславу. Маткевичу чуть-чуть не повезло. Оказалось бы, верный гол в дальний угол. Рука угловой, пошла подача. Вперед, но нет, ударом это сложно назвать. Не попадает по мячу. И можно начинать атаку. Можно на фланг, отлично. Киселев Алексей идет вперед, пас. Данила Мещенко толкает его. 6 номер и на угловой выбивает защитник Егор Савватеев. Да, по угловым точно. Впереди уже команда Якутска.
4-й или 5-й упал угловой, да. Ну-ка, пошла подача и головой. Оу! 11 номер, да, не попадает. Александров Александр на ворота. И 10 минут у нас до конца первого тайма. И весь второй тайм. А у нас уже забито 3 гола. В первом матче у нас было забито 6 голов. Так что, да, высокую планку по голам выставили в первом матче. Отлично, 12 номер разобрался. Идет по центру. И пас. Чуть-чуть, да, не получается у него пас. Илья Козырев. Нужно побыстрее вводить мяч. Нужно отыгрываться. И фол. Ну, здесь же вот Киселев Алексей один на левом фланге. Долго-долго вводят. Офсайда нету. Алексей Киселев. Ух ты, хитрый удар это был. Михаил в фонде. Тут некуда спешить. Его команда ведет. Ух ты, хороший пас. Но нет, защита успевает. И Ваут, да, выбивает. Пас вперед, да. Может бежать. И Ваут. Отлично. Данилов разобрался на фланге. Хорошо. На фланг идет. Подача пошла. Средний номер. Швецов Павел, да, немножко не успевает. Успевает здесь номер 3, Кабанов Михаил. Активно, да, поборолись в защите. И аут зарабатывает. Ну-ка, автор дубля у нас. Пас отдает. У него удар уже слишком острый для удара. Сюда подача была. Нет, замкнуть подачи не удалось. Но мяч все еще у Локомотива. Дальний удар. И на пути мяча, да. Защитник выбивает мяч на угловой. Да, по-моему, это Михаил Кабанов снова вступает в игру. Алексей Ким подает. Пошла подача. И головой нет, никому не удается. Там прыгал высокий Кузнецов Александр, но даже он не достал. И сейф. Быстрый ввод мяча. Попадает в игрока. Свисток от судьи. Да, мешали вводу мяча. Вот можно вводить.
Длинными забросами старается играть команда Якутии. Кузнецов. Передача получилась, да, у него. 77-й новый. Лесков Игорь. А не смог он обыграть защитника. Лесков. Вот, передача назад. 4-й номер скидывает. Центр. Нет, отсюда выбили мяч. Баут. Ну-ка. Лесков попадает в игрока Якутии. И отличный пас на Данила Мирошенко. Данила Мирошенко устраивает забег. 25-м номером. О, падает 25-й. Щебаков Егор. И также падает Данил Мирошенко. И это будет штрафной удар. Да. Да, болельщики, конечно же, требуют пенальти, но, по-моему, это, да, штрафной удар будет. Ну-ка, готовится подавать. Пошла подача. И 11 номер головой. Будет 3-й номер. Держится за голову. Еще одна подача. Там, по-моему, 3-й номер все еще держится за голову, но встает. Может, пас. До Кузнецов. Надо бежать. И выбивает мяч. Ну-ка, снова Данил Мирошенко. Стоит 1 на 1. Сбивает, обыгрывает, бьет. Чуть выше ворот. Да, немножко не повезло. Да, верный момент. Мой друг звонил с Хабаровска. Я вас нужно встретиться. Да, еще кто-нибудь. Да, отличный момент Данила Мирошенко. Но вот точность подвела нападающего. Ну-ка. 7-й номер. Киселев Алексей. Не успевает защитник. Да, оказался первый на мяче. Снова выбивает мяч. И будет у нас аут. Будет мяч Оскар Гузеев. Падает Данил Мирошенко. Но судья все видит, ничего не говорит. Оскар сам идет вперед.
Ну, там, да, слишком на троих пошел обыгрывать. Со второй попытки, да, Денис Бабюк выносит мяч в аут. Не, они тут стоят, не что Но нет, время закончено первого тайма. И счет у нас 1-2. Да. технику не обманывают. И перерыв у нас.
Итак, мы готовы начинать второй тайм. Счет у нас 1-2 в пользу команды гостей. Они сегодня в зеленой форме. Команда «Локомотив» из Уссурийска. Да, первые 45 минут сыграны. Не было добавлено ни секунды. Да, по нашим ощущениям, даже немножко убавлено. Но это, конечно, ощущение субъективное. Итак, 2-0 было у нас. Но вот якутяне смогли отыграть один гол. Также в первом матче, где играла эти же команды годом младше, там тоже вот счет был 2-0, но в пользу якутян, хозяев поля. Но гости смогли собраться и 4 гола забили. Счет в итоге стал 4-2. Свечку, да, зажигает, можно сказать, в защите. И Раткевич выбивает мяч в аут. Да, напомним, это вот вторые и третьи места прошлого года. Но они в прошлом году играли. Они были, называется, младшего возраста ребята. Сейчас они вот уже старшего возраста. В обеих возрастах в прошлом году победила команда СКА Хабаровск. Владислав Раткевич идет вперед. Отлично, обыграл под правую ногу. Может пас отдавать. Давай пас 11 номера. Выходит под левую. Двоих обыграл. И пас центр не точно. И в аут вбивает защита. Пятый номер Климов Иван вводит мяч в игру. Но защита снова вбивает мяч в аут. Ну-ка, пошла подача в центр. И вступает в игру Михаил Фонда. Забирает мяч в руки. Кузнецов, да, задевает мяч головой. И приходится вступать в игру защитником. Выбивает мяч в аут. На дубль на счету Кузнецова я ответил одним голом Данила Мирощиченко. Так что вот именно нападающие сегодня, да, забивают. Кузнецова, да, видно издалека. Высокий парень с красным тейпом на коленях. 22 номер. Вот там Кузнецов прессингует Илью Козыва. Пас назад, немного, по-моему, высоковато. Да, возможно, на следующем матче мы сядем там повыше. Там есть комментаторская будка. Обязательно подписывайтесь в Телеграм, также ВКонтакте, ЕФЛДВ. Подкевич, да, здесь потерял мяч, и пас пошел налево, 77 номер.
Под правую, под левую. Нет, успевает защита. Отлично, побежал здесь. И падает Данил. И фол, по-моему, будет. Держится за ногу. У мяча Севцов Павел. Павел будет подавать. Ну-ка, шла подача. И Фондов вступает в игру. Нет, забирает мяч в руки. Входит мяч с аута. Игроки Локомотива. А защита на месте. Здесь вот борьба в центре поля. И Кузнецов с мячом входит в штрафную площадь. Попытался подать, но на пути мяча Кабанов Михаил, номер 3. Ну-ка, много кто с головой сыграл. В итоге Данил Мещенко скидывает налево. И пас ему же обратно. Аут. Мяч достается железнодорожникам. Отлично. 77-й номер. И здесь фол. Да, подъезжали руками. Владислав Аткевич желтую карточку получает. Песков Игорь, да. Здесь зарабатывает фол. И у мяча стоят Алексей Ким и Олег Те. Два парня с корейскими фамилиями. В итоге остался здесь Олег Т. Все-таки. Пас как раз-таки на Кима. Но Ким то ли пас не точно, то ли Ким оказался не готов. Не точно. Вот мяча от Ильи Козырева. И мяч достается команде в зеленом. Команде Локомотив из Уссурийска. Пас налево. И можно переводить. Падает игрок, 7-й номер. Алексей Киселев. Но судья там совсем рядом был, все видел. Судья у нас Константинов Богдан.
из города Владивосток. Пошла подача, ну-ка. В первом матче, вот, который сыграли, вот, младший возраст, там вот были красивые голы. Гол головой, гол со штрафного, сейв с пенальти и так далее. Здесь, ну, тоже, ребята, ну, здесь как бы все с игры забито. Зато. Ну-ка. 12 номер покидает поле Лаптев Андрей. И входит в игру Жуков Никита. Но. Фамилия победителя. Жуков. А как раз таки 9 мая очень актуальная фамилия. Никита Жуков пошел он в атаку вместе с Кузнецовым. Вот он, 17 номер внизу на ваших экранах. С мячом. Вот свежий парень. Пресс-центр какой точный. Ну-ка. Будет ли дальний удар? Попадает защитника. И от ворот. Кузнецов скидывает номер 11 Алексей Ким. Вступает в игру Жуков. Раткевич, да, долго. Долго здесь чуть не отобрали мяч у него, но успевает он дать передачу назад. Но в центре уже передача оттуда неточная пошла. Дальний удар, но нет. Илья Козырев на месте. Входит мяч в игру. Козырев. Но защита как раз таки на подборе. И пас направо не точно. Да, вводится здесь в защите. Раткевич, да, можно вот перевод налево сделать. Видит ли он? Нет, пас пошел, отлично. Даниил Ищенко. Даниил под правую. Но нет, падает игрок. И здесь шахтой удар будет. Прямо возле линии. Да, требует пенальти у нас, конечно, трибуны. Активно болеет за своих ребят. Да, смотрю я вот повтор. Ну, да, сами решайте. Ничего конкретно точного я не сказал. Ну-ка, пас на штрафной как раз таки вот с такой точки. В первом матче был забит гол. В тот раз вот под стенкой хитро отправил мяч игрок. И как раз таки рикошетом от штанги был забит гол. Вот сейчас, по-моему, да, правый угол как будто открытый. Бьет туда как раз таки, но попадает в стенку игрок. Да, очень много человек было в стенке. Как будто все ворота закрыли.
И желтая карточка. Получает 11 номер. Номер это у нас Алексей Ким. Да, очень близкий матч. Ну, футбол такая игра, да. Кто лучше воспользовался своими моментами, тот и выигрывает. И не всегда вот победа означает что, то, что лидировали во владении, там, ударным поворотом и так далее. Просто вот нужно именно реализацию. Лучше иметь. Пошла подача, но за ворота подача. И будет удар от ворот. Центр передача. Сюда на фланг. Пас назад. Угловой удар. Да. Запрессинговали. Иван Климов ошибся. И пошел подавать Никита Жуков. Пошла подача. Кузнецов бил. И от ворот. От ворот показывает судья. Еще полчаса у нас играть. Не справляется Аткевич с передачей. И аут. Хорошая передача. Да, вот. Еще одна передача. И побежал Виткевич. Вот он бежит. Да, укрывает корпусом мяч под левую ногу. Пошел обыгрывать. О, и фол, конечно же. У Виткевича уже есть желтая. Да, незачем ему фалить. Да, надо быть поосторожнее. Но нет, все в порядке с игроком. Локомотива. Сам же и будет подавать. Это у нас Олег Т. У Олега тоже, да, желтая карточка. Как и у Алексея Кима. О, да, 3 желтые. Ну, это вот передача была защитником, да, защитники уже выбивает мяч, и Данил Милощенко идет вперед. Латкевич тут поддерживает его. Латкевич, как раз таки, да. Я оказался не готов, потому что, вот, да, защитник не побьет по мячу. Ну-ка, Жуков, бьет Жуков, но нет, эта передача оказалась. Дальний фланг, пас назад. И на угловой, да, выбивает мяч, 12 номер. Да, у него какое-то повреждение у 22 номера. Евгений Владислав.
Покидает он поле. Подача. И вступает в игру Козырев. Ну-ка, на углу штрафной. Номер 7. Бьет низом. И команда хозяев якутяне, да. Чуть-чуть меньше сил пока временно играют. Ну-ка, Жуков. Пас назад. Здесь Олег Т. Жукову. Офсайд. Да, Жуков был далеко впереди. Ну-ка, Данил. Пас. И побежал вперед. Иван Климов. Ой, падает Иван. Но нет, судья показывает, все было в мяч. И в это время Ткевич, да, готов вернуться на поле. Оказали ему помощь, чтобы там не было. Пас вперед. Надежда делает. Мельченко Данила. Но нет. Еще меньше получаса нам играть. 25 минут, наверное, где-то. Передача вперед. Снова неточная. Прессингует здесь Черцов Павел. И побежал вперед. Он же обыгрывает под правую. Оу, падает игрок. Ой, зацепились ногами. И фол. Павел Севцов здесь, по-моему, да, свалил. И штрафной удар. Михаил Фонда. Вводит мяч. Ух ты, 77-й номер. Решил обыгрывать. Он хотел перекинуть. Оказался первым на мяче, да. Защитник. Олег Т. Жукова. Жуков по левому флангу. Идет вперед с Климовым. Толкаются и угловой удар, да. Ну-ка, пошла подача. Ой-ой-ой. Не успевает, по-моему, да, на мяч Климов. И тут за ногу держится Владислав Иткевич. Врач должен подойти. Врач команды якутян Александр Лазарев. Да, вышел Козырев ловить мяч, но первым оказался на мяче Кузнецов. Но не попал немножко поворотом. Да, если бы попал, был быть бы гол. Кузнецов очень высокий парень. Так, издалека, наверное, 1,85 м. Да, активный водопой у ребят из Уссурийска. Подустали ребята. Да, якутяне не так сильно обезвожены, как оказывается. Да, Рыбкевич как раз таки вот до этого тоже вот покидал поле. И вот все-таки усугубил все-таки, кажется, свою травму. Не может никак прийти в себя. Ну, надеемся, все в порядке с парнем.
И у нас 20 минут до конца матча остается, но время, конечно же, будет добавлено. Даже минут 5, и удивимся. Но все-таки детский футбол отличается от взрослого. Допустим, во взрослом футболе сейчас вполне могут добавить и 15 минут. Там, если будет замены, удаление и так далее, пенальти, какие-то остановки, то здесь в детском футболе может не так. И провожает одноклубника и Михаил Кабанов. А Виткевич Владислав вряд ли сможет продолжить игру. Такое ощущение, да, совсем сильно он хромает. И, скорее всего, потребуется замена. Да, пожелаем, конечно же, здоровья Владиславу Виткевичу. Был очень активен. Но вот в середине второго тайма, да, здорово подвело его. Несмотря на это, он хотел продолжить играть. И вот все-таки, да, усугубил травму свою. Скорейшего выздоровления. И да, все-таки заменяют. Максим Гришин выходит на поле. Номер 19. Да, вот занимает как раз-таки место там, где вот играл Виткевич Владислав. Да, конечно, немного хромает, но на своих двоих. Да, вот покидает поле Виткевич Владислав. В сопровождении врача. Пяточкой отлично сыграл. И входит в штрафную площадь. Ну-ка, Жуков головой. Отсюда удар, ну, сильный, хороший удар, но очень высоко. Такой удар похвалили бы в американском футболе. Но вот не в тот футбол, в который мы играем. Да, мы смотрим. Пошла подача верхом. Здесь Олег Т. Головой сыграл. И 6 номер. Нет, уходит мяч все-таки в аут. Саватеев Егор не успел выбить мяч. Иван Климов. Ну-ка, Иван. Данил Мирченко. Нет, не успевает. Защитники. Первый на мяче. Не дается Лескову Игорю бежать в атаку. Да, вот вы видите вот внизу экрана вот как раз-таки сопровождение врача. Вот Виткевич Владислав идет в сторону скамейки своей. Ну-ка, перехватывает мяч. Вот вышедший на замену Гришин Максим. Свежий Максим. Достать мяч? Нет, не успевает достать Киселев Алексей. И аут. Еще больше 20 минут играть. Так что счет скользкий. Буквально один гол. И Якутия будет на коне. Совсем один здесь. 17 номер Жуков. Пошла подача. Головой удар. Мимо. Носил удар Алексей Ким. 11 номер. Важная подача. Отлично, добрали мяч. Можно пас вот налево, да. Киселев. Против него 4 номер. Гроздов Игорь. И Киселев с Гроздовым, да, вот, побежали, устроили забег. Тоже быстрее. В подкате. Гроздов, отлично, да, Гроздов в этот раз оказался ловчее. Пас назад. И здесь Климов Иван. Пас направо. И выбивает все-таки мяч в аут. 6 номер Саватеев Егор. Климов с мячом.
хорошо вот тут корпус поставил. А здесь Кабанов, мяч назад. И да, спокойно втроем разыграли. Пас налево. Есть Захаров. Пошла подача, ну-ка. Тоже окажется первым. Может назад скинуть. О, падает игрок. Но нет, травай, говорит судья. Готовится войти в игру. 14 номер. Кольцов Михаил. И заменяет он Оскара Гузеева. Оскар покидает поле. Гузеев и нет, тут ошиблись. 7 номер. Алексей Киселев. А Киселев уже вышел вот за поле, да. За дальней вот кромкой поля от нас. И Михаил Кольцов, да, вошел в игру. Ай, долго завозился, но нет, успевает он. Пас вперед, но никого там нету. Пас вперед по-быстрому, да. Есть номер мяча. Александров Александр. Пас налево. Ну-ка отсюда ударить. Удар. Под мяч ложится защитник. Пас назад. И фол. Фол в атаке от Данила Мирошниченко. Ну-ка, высокая свеча. И уже, да, 4-й подряд. Удар головой. Никак не могут укоротить мяч. 22 номер удар издали. Но Козырев Илья забирает мяч. Чуть больше 15 минут остается у нас. Да, наверняка будет добавлено. Замена. 10-й номер. Садится Цой Вячеслав. И вместо него выходит 9-й номер. Даниил Симаков. А, Кузнецов вот в центре нападения раньше играл. А теперь он вот ближе под нападающему занимает место. А вперед побежал 77-й Лесков Игорь. А тут отбирает мяч якутяне. Да, очень пригодился здесь вот сзади. Кузнецов громко раз их головой сыграл. И Жуков идет вперед. Пас назад, не точно. Вперед пас. И в подкате нет. Не успевает 14 номер, идет вперед. Можно налево отдавать. Но тут 4-й номер, да.
Оказался наготове. Пас назад. Климов 2. Да, пошла подача налево. Ай-яй, достанет ли? Да, с трудом, но достал. Пас назад. Шла подача в центр, но нет, там в меньшинстве. Нападение находится. Климов. Кузнецов с мячом. Вот он как раз таки может подержать мяч. В центре нападения, да, там. Мяча редко касаешься. По статистике больше всех, да. Опорные полузащитники. О, пас назад какой-то неточный. Приходится Илье Козыреву вступать в игру. Да, все подустали, да. Уже конец матча. Только начало сезона. Только-только, да, входят в игровой режим ребята. Подача вперед, но не точно, да. Посильнее надо было. Трибуны гонят. Команда вперед. Молодцы. Болельщики. 20 номер. Олег Т. Наносит удар, но защитник на пути мяча. Борется 11 номер. Пас вперед. А нет, никого там впереди нету. Буквально один гол нужен якутянам, чтобы заработать хотя бы одно очко. В прошлом году команды первое и второе место занимали, так что да. нужно им набирать очки. Ошибается при приеме. И быстрый вот мяча. Может вперед, да. 11 номер. Александров Александр идет вперед. Его сыграл. Особо некому давать. И падает. Это, конечно, не фол. Даже желтую карточку можно давать. Стоит и спорить с судьей игрок. Но фол, по-моему, был очевидный. Ну, судья, конечно, виднее. Он там гораздо ближе, чем мы находимся. Ну-ка, якутяне с угла штрафной площади будут подавать. Или наносить удар. Посмотрим. Ух ты, сильный, по-моему, все-таки это был удар. Но мимо. Павел Сырцов наносил удар. Но не точно. Во втором тайме голов мы не увидели. Все 3 гола были забиты в первом тайме. Но событий хватало. Тут несколько желтых карточек. Замены, конечно же. Травму получил игрок. Опасные штрафные наносились. Но единственное, чего не было, так это голов. Пас. Тут Жуков. Идет вперед Жуков. Пас. Отлично. И нет, не получилось дать точный пас. Александров принимает мяч. Идет вперед. Хорошо. 19 номер. Грищин Максим. Климов назад. Опасно. Здесь караулит. Активный 77 номер. Лесков Игорь.
Да, вот некому давать. Не открывается, ребята. Надо, конечно же, человеку с мячом сразу подходить, предлагать. Отличная скорость показывает. 9 номер пас и зарабатывает угловой. Симаков Даниил. 9 номер вот на правом фланге атаки Локомотива. Будет у нас угловой. Здесь Пиша, конечно, будут подавать. Но судья смотрит на часы. Да, минуту минимум тут скушали при подаче углового. Опасная игра. Ну, штрафной удар. Да, стоять. Замена у нас. Да, 4 номер покидает поле. Гроздов Игорь. И входит в игру Баймарлу Наджаф. Да, защитник. Ну, такое иностранное имя. Наджаф Байрамглы. Ставит он защиту. Вот на край защиты. Пошла подача и чуть выше ворот. Да, ну-ка. Ошибается, да, при выходе из обороны. И ну как, тоже ударит. Ну как, тоже встретит. Подача неточная. Все-таки кое-как, да. Стрелялись. Пас вперед. И все-таки аут. Да, вот очень сильно устали ребята. Но надо, да, надо держаться до конца. Как говорил Мухаммад Али. Нужно сделать столько повторений упражнения, сколько можешь максимум, и еще плюс 5. Раз таки, когда силы уже покинули тебя, нужно, да, выжать еще максимум из себя. Последние соки. И тогда вот станешь сильнее. Выбивает мяч. И Иван Климов все ближе и ближе. Подает аут. Но слишком высоко, да, в этот раз. Теперь уже пас назад. Кабанов подает. Кабанов. Александров Александр. Пас назад. А нет, это был 18 номер как раз таки. Данил Мерещенко. И судья вот видит. Снова нужен врач, да. Не успели. Видимо, к сезону подготовиться ребята. Сводит ноги. И приходится снова врачу команды Александру Александровичу Лазареву выходить на поле и помогать. Да, Данил Мерещенко — это, конечно, большая потеря для команды якутян. Главный нападающий, главный бомбардир прошлого сезона. Да, минут 7
Вполне может добавить судья. Никто ему ничего не скажет, что много добавили. Шесть минут добавлено. Вот тут нам показали. Да, почти угадал я. Сказал 7, а получилось 6. Да, смотрим, понадобится ли помощь. Замена понадобится ли Данилу Мещенко. Ну, кто же вместо него. Посмотрим. Да, как ни странно, все вот, кто рядом стоит с Данилом и Вачом, это вот игроки Уссурийска. Заменяет тем временем. У Локомотива замена. 77-й номер покидает поле Игорь Лесков, который в нападении играл. И заменяет его 19 номер Глеб Штепа. И, по-моему, все-таки Данил Мещенко, по-моему, не сможет продолжить игру. И Васильев Кирилл входит в игру. Номер 4. Да, очень долго у нас пауза. Да, оба игрока, игравшие в нападении, вот силой ноги. Ваткевич Владислав уже покинул поле вот в середине второго тайма. И вот в конце второго тайма уже Мирошниченко Даниил. Ну, вроде все в порядке. Вот держит его ногу. Дело молодое, поправимое. Да, встает он на ноги. И вот, да, хромает. Да, я бы на месте врача еще одного человека позвал, чтобы он вообще не опирался на эту ногу. И Васильев Кирилл, да, вступает в игру. Васильев Кирилл входит в защиту, так что, видимо, тот, кто стоял в защите, пошел в атаку. Мяч был у якутян, поэтому у них же остался после остановки. Пас назад. Кабанов. В атаке у якутян 11 номер и 19 номер. Бежит, но слишком далеко, да, упускает мяч. 11 это у нас Александров Александр и Грищин Максим, 19 номер. Справа. Да, еще, наверное, минут 6 еще играть, потому что на 87-й минуте, да, это была остановка, и она закончилась только на 93-й, плюс еще 6 минут добавили.
Так что 6 минут будет добавлено к тем 6 минутам. Получается еще минуты 3. Ну, посмотрим. Иван Климов вводит мяч. Центр скидка. 12 номер. Нет, не удается ему хорошо обработать. Пас. И выбивает мяч, да. Откровенно сели в защиту уже. Локомотив. И ну-ка развернуться. Бьет. Рядом со штангой 11 номер. А теперь у него ногу свело. Ну что такое, да? Да, ребята, совсем. Да, заставляет он свою ногу вот загибаться. 21 номер покидает поле. Олег Т., у которого есть желтая карточка. И заменяет его 24 номер. Анненков Арсений. Ай, там страдает. Какой-то 11 номер буквально. Да, 11 номер. Александров Александр. На вводе. В вводе все в порядке. И вот он с мячом, Александров. Можно бросать вперед. Да, отлично. 19 номер. Защитник успевает вернуться. Иван Климов. Александров. А, и нас тут не видно. Аут. По всей видимости. А нет, штрафной удар. И подает Кабанов. Да, нужно забить и вырвать ничью в конце. Весь второй тайм, да. Все пошли в атаку. Ну-ка. Пошла подача. Хорошая подача. Михаил Фонда выбивает мяч. О, там лежит игрок, но встает. Аут. Да, и к концу трансляции спасибо, что были. Подписывались на наши каналы в Телеграме, ВКонтакте, в Ютубе. И да, смотрите все трансляции, болейте за своих. Обязательно смотрите обзоры на красивые голы. Ух ты! Повыше попытка. Да, бери мяч. Оу! И все-таки да. А нет, штрафной удар. Ну-ка, еще один штрафной удар. Пошла подача. Что тебе номер мяча? Михаил Фонда. И нет, успевает защитник выбить мяч. Там лежит игрок, но вроде встает. Ну-ка. Шла подача. Могу штрафной, пас назад. Какой-то бесконечный матч у нас. Уже около 100 минут сыграно. Пас направо. Отсюда Кузнецов. Да, и все, время закончено. Поздравляем команду «Локомотив» с победой. Да, все падают без сил. Игроки и хозяев, и гостей. Да, все устали. Но сильнее сегодня были